Слишком высокий IQ. Всем привет! Добро пожаловать на нашу новую программу «Битва IQ». Меня зовут Инесса Иная, я директор сети образовательных центров. И сегодня у меня в гостях Мадлена. Она является актрисой, она является блогером и она является вайнером. И у нас в гостях Нуркул. Он актер, блогер, ну и муж Мадлены. Итак, давайте приступим к нашим правилам. На нашей игре есть правила. Первое правило – это слушаться судью в моем лице. Второе правило – не подглядывать друг к другу. Давайте максимально честно. Третье правило – относиться с юмором к результатам. Ну и я хочу сейчас, чтобы вы немножко зрителям нашим рассказали о себе, о своем творчестве, что нового у вас. Поделитесь, пожалуйста, им будет интересно. Всем привет, меня зовут Нуркул Адылбеков, я являюсь сценаристом, актером. Этот год для нас был очень плодотворным, сняли свой фильм, ну и в семье очень хорошие новости, стал отцом. Классно. Знаю. Поздравляю вас. Огромные молодцы. Всем привет! Я Мадалена Арнисовна, блогер, актриса и стараюсь снимать для вас интересные вайны. Спасибо большое. Давайте же узнаем цель нашей программы. Как вы думаете, для чего нужна наша эта программа? Не знаю, для нас сейчас нам тоже интересно. Что же мы тут делаем? Да, нам ничего не рассказали. Просто заманили. Да. Хорошо, я расскажу, для чего вообще я создала эту программу. Через эту программу я хочу показать то, что развивать память, обучаться можно легко, интересно и нестандартно. Ну что, вы готовы к первому заданию? Готово. Слишком высокий IQ. И первое наше задание. Откройте, пожалуйста, страничку 21. 21 это 2 и 1, да? Нет, это 1 и 2. Ага. Верно, верно. Так, молодцы. Справились с первым заданием. Давайте 5. А сейчас я вам объясню, чем мы будем заниматься. Это у нас таблица Шульта. И знаете, что такое таблица Шульта? Нет. Нет. Хорошо. Стандартно таблица Шульта воспринимается, они нужны для расширения зрительной оси и обучения скорочтению. И обычно их используют стандартно, это смотрят в центр странички и пытаются найти циферки по порядку. Мы же их используем не совсем стандартно. Мы, помимо расширения зрительной оси, еще обучаем быстрому поиску нужной информации и концентрации внимания. Поэтому мы с вами сегодня будем выполнять задание немножко по-другому. Ваша цель сейчас за 1 минуту найти как можно быстрее, как можно больше цифр от 1 до 25. Победит тот, кто наберет как можно больше цифр, найдет. Слишком высокий IQ. Циферки находятся в разброс и разных размеров. Переворачиваем. Приготовились. На старт. Внимание. Поехали. 1. Просто пальчиком. Ой. 2. Дальше в своем ритме. Кто кого опередит. Молодцы. 3, 4. Дальше ищем. 5. Ага, Мадлена обогнала. Молодцы. Дальше, Мадлена. Обгоняем мужа. Ючхана. 3. Нуркул, вы на какой цифре? 3. Ага, Мадлена. 10. Давайте, Мадлена. Она точно там есть. Мадлена ее нашла. Мадлена уже на 12. У вас осталось 5 секунд. Быстрее, ищите, не отвлекайтесь. Так, Мадлена, 15.
Где тройка? Ой, Стоп! Таймер! 4 у меня. 15. У Мадлены есть балл. Шашка кушать. Походу этот. Ничего поспешил. страшного. Как вам задание первое? Классное. Можно еще раз? Слишком высокий IQ. Нуркул, подскажите, пожалуйста, сколько лет тому назад вы закончили школу? Так, мне было... Сейчас мне 25. 8. 8 лет. А вы? 8 Год лет. назад. Год назад. Чувствуете Прекрасно. разницу? У меня такой вопрос. Как вы думаете, какой самый любимый предмет у вас был в школе? Мой любимый предмет это кыргызская литература. Угу. Все. Прекрасно. Мы сегодня это будем использовать. Мой тоже. Серьезно. Литература, да. А я сейчас раскидаю на столе слова. У вас будут вот такие удочки. Я буду говорить слово. Ваша задача будет как можно быстрее это слово поймать и забрать к себе. Ну, то есть, если вы любили литературу, то значит, вы хорошо читаете. Да? Слишком высокий IQ. Ну что, вы готовы? Да. Да. Хорошо. Поехали. Инъекция. Инъекция. Мадлена, нет, руками не помогаю. Нельзя? Но вы Да, да, забираете. да. Следующее слово. Ожерелье. Ожерелье. Милохуй. Считаю до 5, если вы не успели найти слово мое. Угу, прекрасно. Следующее слово. Въезд. 1, 2, 3. Мадлен, вы можете пытаться у него отобрать его. Да? Если, да. Хорошо. Следующее слово. Лось. Ой. Пень. Молодцы. Айо. День. День. Съезд. Вы тоже можете попробовать. Да, я забрать. просто не нашел. Подъем. Джурин! Бывал уже. Подъезд. Окей. Ну, кто победит? И давайте последние 2 слова. Блестки. Апа. И последнее слово. Адъютант. Отъездим-ка, да. Ребят, ну вы молодцы. Вы быстро находили слова. Давайте теперь считать, у кого сколько слов. 3, 4, 5, 6. 5. У меня 6. Держите свой заслуженный балл. Как вы думаете, чему мы могли обучиться, используя это упражнение? Быстрочтение или... Правильно? Правильно. Спасибо. Молодцы. Быстрочтение, потому что ищешь, сразу читаешь. А еще чему? То есть таким упражнением Ловкости. ребенок может научиться быстро читать. Да. Ловкости, то есть умение скоординировать свои движения. И еще это упражнение помогает при письме. То есть ребенок должен рассчитать, чтобы поймать это слово. Как вы думаете, если бы в школах использовали такие упражнения, детям было бы интересно? Думаю, надо много. менять программу в школе, более замамбаб, современнее сделать. А такой вопрос у меня сразу к вам. Вот у вас у обоих была любимый предмет кыргызская литература. А почему? Не знаю, там, ну, я думаю, я человек творческий, поэтому там же поэмы там, поэтому, думаю, мне было интересно. Нас просто в детстве родители заставляли читать, а после уже сама полюбила. Как все начиналось печально. А вот если вы подумаете о том, ну вот вспомните школу, если бы вы решили открыть образовательный центр, вот
Что самое такое вспоминающее, самое запоминающее было в ваших уроках? Что бы вы хотели перенести? Я не знаю, я бы лучше с профессионалами Работали бы. да, Да. профессионалами, как вы. Спасибо. Но смотрите, с вами в школе кто-нибудь когда-нибудь играл на уроках? Какие-нибудь игровые Мы только моменты в были? молчанку играли. В началке играли? Да, в началке, в молчанку. В молчанку, на Да, урок. Да. После. Классная игра. То, что, видимо, нужно было педагогу. А у вас какие-нибудь игры были Нет. на уроках? На уроках нет. На физкультуре играли, да. И как? Футбол. Физкультуру вы любили? Да, футбол. До Футбол. сих пор занимаюсь. Ну вот. А к чему я это веду? Например, когда я создавала свою программу, я села и начала вспоминать, что же больше всего мне нравилось в уроках, которые... Точнее, в школьной программе, которую прошла. У меня, к счастью, школьная программа была более веселая, чем у вас. У нас на уроках с нами играли, и первое, что я вспомнила, это как раз-таки игры, потому что через игры я легче запомнила тот материал, А где который вы мы учились? прошли. Я училась в России. Слишком высокий IQ. Посмотрите, пожалуйста, как вы думаете, что это такое? Ну, это пазл. Нет, это не пазл. Это Color Puzzle Worlds. Это, ну, грубо говоря, фигуры. Вообще, можно использовать любой подручный материал, начиная от карандашиков. И сейчас я вам покажу очень простое упражнение, которое тоже влияет на скорость чтения. Но сначала вам расскажу правила. Первое правило. Вы сейчас закрываете глазки и не подсматриваете. Вот. Касается вас. Второе правило. По моей команде, как только я скажу, вы открываете. Потом я даю вам 5 секунд на запоминание. У каждого из вас, из этих фигурок, будет что-то сложено. Ваша задача будет за 5 секунд запомнить. И собрать, да, обратно? И потом, когда я закрою то, что тут будет, нужно будет собрать обратно. Кто соберет в точности, тот и выиграет. Готовы? Да. Закрываем глаза. Не подсматриваем, я все вижу. Так, Мадлена, вам посложнее или полегче? Полегче. Мне посложнее, пожалуйста. Вам посложнее? Да. Хорошо, сейчас переделаю. У меня прям очень хороший. Очень хороший. Ну, давайте, ладно, давайте мы сделаем 2 подхода. Я проверю так, а потом еще раз сделаю посложнее. Все, открываем глазки. Готовы? Да. Сначала запоминаете вы. Готовы? Все, собираем. Готовы? 1, 2, 3, 4, 5. Собираем. Мен ұмытып қалдым. Ныркул. Ну и полет фантазии у вас. Я ее фигуру посмотрел. Хорошо, соберите ее фигуру. Я уже забыл. Хорошо. Давайте Уберите еще. все. Да. Я вам на 2 секунды... Стоп! Без моего разрешения не трогаем. Готовы? Да, все. Только На сюда. старт. Смотрим. Считаю до 10, упражнение заканчивается. 1, 2, 3, Что-то 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Все. Мадлена, у вас полет фантазии прям полный. Давайте посмотрим. Смотрите, как можно было запомнить, что это домик, который стоит на каком-то пригорке. А рядом желтый забор, на котором есть какой-то фиолетовый рисунок. Посмотрите, как стоит нижняя линия.
Посмотрите еще раз. Вот. Так, у меня чуть-чуть. Давайте теперь ваши смотреть. Готовы? Ай! Местами надо было поменять. А еще посмотрите. В чем разница? Так, Должно быть прям в точности. да, вот так. Ну, должно вы быть. мою-то не меняете. Пробуем еще раз. Ага, да, давай. Вам делаю сложнее, да? Да. Хорошо. Закрывайте глазки. Ага. Нуркул, открывайте глазки. Увидели? Работаем. Чтобы вы мне не говорили, что вас кто-то сбил. Мадалена, готовы? Закрыли? Все, работаем. Готовы? Открываем. Запоминаем. Работаем. Угу. Как было? Ладно. Проверяем, ребят. Да. Да. Можно, да? Да-да-да. Так. Ну, неплохо. О! Почти. То есть, да, Вот так это просто, надо. Нет, смотрите, как. Да-да. То есть, смотрите, как тут можно было запомнить, что это голова человечка, у которого есть Шапка. шляпка. Шляпка. Это как будто его бантик, Угу. а это рука, в которой, ну, не знаю, что-то там. Да. Всегда старайтесь запоминать ассоциациями. Смотрите, вот я вам в прошлый раз сделала ассоциацию про домик. Вы же в первый раз не сделали, не увидели ее, а сейчас увидели? Да. И вы его сразу же собрали. То есть вот когда ваш малыш подрастет, обучайте его ассоциации. Как вы думаете, что развивает это упражнение? Память. Раз. Память 2. Память 3, 4. Да. А есть еще варианты, что может развивать? Фантазию. Наоборот. Мы же смотрим Вот, и допустим, фантазируем. тот, кто строит, у него, да, А. развивает фантазию. То есть мне же нужно вам придумать. А когда вы смотрите и запоминаете, это не фантазия, это немножечко другое. Подсказывать? Да. Лена, есть еще варианты? Нет. Смотрите, да, в принципе, первое и основное – это память. Память. Второе, и немаловажно, кто-то называет это фотопамятью. Мы же в центре называем наглядно-образной памятью. Что это такое и для чего нужно? Допустим, ребенок читает текст, и в тексте у нас есть слова, которые часто повторяются. Ну, например, сказку «Гуси-лебеди». Какое слово там часто у нас встречается? Гусь. Гуси-лебеди, да. И вот если у ребенка плохо развито наглядно-образное, что он делает? Даже если он 6-й раз встречает это слово, он его каждый раз читает. Гуси-лебеди. А вот если у ребенка хорошо развито наглядно-образное, он пару раз увидел это слово, он запомнил его образ, и с 5-го, 3-го, 4-го раза он уже на автомате произносит это слово. И то есть чем лучше развита наглядно-образная память у ребенка, тем быстрее он читает. Хотите, я с вами проведу один эксперимент? Давайте. Слишком высокий IQ. Я вам сейчас покажу слово. Ваша задача как можно быстрее его прочитать. Готовы? Да. Точно? Не слышу. Да. Точно. Так точно. Поехали. Амина. Еще раз. Готовы? Мама. Мгм, мама. Угу. А Часыры. другое? США. Какое легче было слово прочитать? США. США. Объяснить почему или сами догадываетесь Нет. почему? Нет, потому что это слово нам знакомо, да? Да, образ этого слова вам он Да. знаком. Да. Последнее задание, которое будет направлено на определение, с какой скоростью вы читаете. Ого. Вообще, в норме взрослый человек должен читать, как вы думаете, сколько слов? 100. Нет. Это уровень 3-го Где-то класса. 200 с чем-то, да? Да, 180-200 слов. Мой уровень. Ну, сейчас проверим, может быть, не все так плохо. Сделал. Еще. Катька водой ее полили. Снова
и прежних ребята, своих друзей, затем двинулся дальше в Сесалию. засыпать Тут его до задушно снегом, царь отмет. Он горку. велел приготовить Гераклу комнату во дворце и хорошо угостить гостя. Стал. Но сам почему-то отказался принять участие в трапезе. Ну, Ой, ой, В коньки, этот момент дом коньки отвязал, отвязал. постигло великое горе. Коть- Безмерно умерла жена котика. Царица Засыпать Антис и заставили. заставили. Время. Ой. Считаем, кто сколько прочитал слов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 15, Мадлена, строчки примерно 10 слов. 19, То есть можете посчитать строчки. 20, 23, 27. Сказать вам, какого уровня скорость чтения? Я вас приглашаю на наше занятие. Приходите, Вот мы вам это поможем. Подстава. Почему подстава? Мы же не ноты, что вы так читаете. Она хорошо читает, но считать не умеет. Вам помочь? Она такой же гуманитарий, как я. А после 16 — 15. Да. Нет, Почему? 16, 110. 27. Ну, мы понимаем, кто выиграл, да? Да. Мадлена, мы вас поздравляем. Но мы вас тоже не могли оставить без подарка, поэтому вам тоже подарок. И вас спасибо. поздравляем. Спасибо. Желаю вам всего хорошего. Пусть обучение у ваших деток будет таким же. чем у нас. Нет, будет же таким интересным. Теперь вы знаете, как можно обучать детей Всё. так, чтобы им было интересно, весело. Ну и, естественно, приводите к нам на курсы. Мы принимаем деток с 3 лет. С 3 лет, да? Да, С 3 лет? Нашу дочку вам отправим. приходите. Мы Обязательно. будем рады. Тем более у нас скидка. А без скидки не отправили бы. Да. Шучу. Мы только что разговаривали насчет образования. Дочку хотим как можно лучше, чтобы образование она получала. Подсказать, что Лариса. делать уже сейчас? Что делать? Подкидывайте ее вверх, крутите, вертите. Пусть она у вас лазит везде, где можно. До 3 лет не нужно никакого другого раннего развития. Пусть она копается в камушках, кидает их, пуляет, куда-нибудь собирает. Это будет самое лучшее раннее развитие, которое вы сможете дать своему ребенку. Вы можете куда-то идти вместе, так за ручку ее брать, только обязательно берите за эту часть, Не за потому хвост. что очень слабые у них. Идете, считайте, 1, 2, 3, подняли, опустили. Вы таким образом закладываете ей успешное будущее. Классно. А к нам приходите к 3 годам. Приятно было с вами познакомиться, ребята. Взаимно. Приходите еще раз к нам в гости. Всего вам Спасибо. хорошего. Слишком высокий IQ. Ну что, наша программа подошла сегодня к концу. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы досмотрели нашу программу до конца. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующей программе. Ну и оставайтесь с нами. Всего хорошего. Слишком высокий IQ.